Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ, в студии Фархат Иванов. Вашему вниманию краткий обзор основных тем. Потерпевших не устроил приговор. В Набережно-Челнинском городском суде прошло апелляционное слушание по делу о собаке, напавшей на ребенка. Письма, музыка и актеры. В Татарском драматическом театре состоится премьера спектакля «Дорогая моя» по письмам татарского писателя Аяза Гилязова. В здоровом теле здоровый дух. В Челнах прошел второй этап зимнего фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в забеге и получить автограф от олимпийских чемпионов. На Камский лыжный марафон ждут заслуженных мастеров спорта. Потерпевших не устроил приговор. В Набережно-Челнинском городском суде состоялось апелляционное слушание по делу о собаке, напавшей на ребенка. Напомним, 25 июня прошлого года в поселке Зябь 11-летняя девочка стала жертвой домашнего животного. Школьница возвращалась домой из поликлиники в районе 8 часов утра. Когда она проходила мимо остановки «Горэлектросеть», собака породы американская акита напала на девочку. Ребенок получил рваные раны лица, был прооперирован в КДМЦ. Назначенное мировым судом наказание в отношении хозяйки животного сторона потерпевших считает недостаточным. 28 октября прошлого года мировой суд Набережных Челнов приговорил хозяйку питомца к 2 годам лишения свободы и штрафу в качестве морального ущерба в размере 150 тысяч рублей, а также 92 тысяч в качестве компенсации за лечение. Такое решение не устроило потерпевшую сторону. Полученные травмы, как психологические, так и физические, несопоставимы с наказанием. У меня до сих пор ребенок всего боится. Я школу провожаю, встречаю до сих пор. Ночью у меня кошмары снятся. Она с ровесником, ей стыдно, стесняется. Мы просили в апелляционной жалобе суд второй инстанции изменить наказание на арест до 6 месяцев. Плюс хотели бы увеличить размер компенсации морального ущерба до 1 миллиона рублей. Адвокат хозяйки питомца считает, что лишение свободы и штраф в виде 1 миллиона рублей слишком жестокое наказание. Женщина ранее к ответственности не привлекалась, а также имеет положительную характеристику. Кроме того, намерение взыскать с обвиняемой 50 тысяч рублей на судебные издержки адвокат считает необоснованным. Полагаю, что перечисленные цели уголовного наказания могут быть достигнуты и без применения к моей подзащите наказания в виде ограничения свободы, поскольку полное признание и осознание своей вины моей подзащитной, систематичное раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, возмещение причиненного преступлением вреда являются с учетом ее личности убедительными и в совокупности достаточным доказательством тому, что ее исправление возможно и будет эффективным и при назначении ей более мягкого наказания. Решение суда по делу собаки, напавшей на 11-летнего ребенка, станет известно 26 февраля. Тем временем девочка продолжает проходить реабилитацию у психолога и получает медицинскую помощь. Руслан Бекмухаметов, Данил Фролов, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. ДТП с пострадавшим ребенком. Инцидент произошел накануне утром на проспекте Хасана Туфана. 41-летний водитель автомобиля Kia Sportage, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю Skoda Rapid под управлением 36-летнего водителя и совершил с ним столкновение. В результате аварии пострадала 8-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля Kia. Ее доставили в БСМП. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в зимний период 2021 года количество ДТП увеличилось в 2,5 раза. Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными на дороге. Письма, музыка и актеры. Татарский драматический театр вновь радует своих зрителей. Труппа готовит спектакль под названием «Дорогая моя», который ставится по письмам известного татарского писателя Аяза Гилязова. Планируется показать постановку в малом зале. Какие новшества ожидают челнинских зрителей, расскажем в нашем сюжете. Письма известный писатель Аяз Гилязов отправлял своей возлюбленной на Кые, находясь в ссылке в Караганде. По словам художественного руководителя Олега Гинзягулова, прочитав эти послания, он влюбился в них и был удивлен столь широким мышлением автора. В них писатель был особенно откровенен. В его вот этих вот письмах, которые мы выбрали, перевод заключения 50-55, он только на Кие так открывался. Ни родителям, ни родным, никому не был так открыт, как к ней.
И тоже вот очень такой интересный факт. Он ее давно не видел, но почему-то вдруг начал ей открываться в своих письмах и раскрывал себя самого, но путем писем. В спектакле будут играть только два актера – мужчина и женщина. Он – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Инсаф Фахруддинов, она – заслуженная артистка республики Алсу Хабуддинова. Два актера на сцене играют Ниаяза и Накию. Они являются собирательными образами людей того времени, когда каждый боялся сказать неподходящее слово или сделать лишнее движение. Но я бы сказал, не очень это самая легкая работа была. Как сами понимаете, такие вещи редко ставятся, это вообще новость. Но тем не менее, это, думаем, это самое до конца как-нибудь доведем, и для зрителей будет интересно. Помимо спектакля, из двух актеров зрители удивят и живой музыкой, которая будет играть на протяжении всего произведения. В подобной форме спектакля, то есть это у нас моноспектакль получается, я принимаю участие в первый раз. То есть я первый раз пишу музыку для такого спектакля, потому что, во-первых, текст я представляла иначе, когда читала, а вот когда уже художественный руководитель начал осуществлять идею уже в реалии, получилось то, что я, например, даже немножечко по-другому начала слышать, что должно быть. Пока нахожусь в поисках. Премьера спектакля состоится 3 и 4 марта в Малом камерном зале Татарского драматического театра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. Оценить свою физическую подготовку и пройти финал. В Челнах прошел второй этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие посвящено 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО. Сегодня на этап заявились порядка 300 участников. С некоторыми из них встретилась наша съемочная группа. Классно. Надеюсь, что в дальнейшем у тебя будет еще больше таких наград, и ты станешь самым настоящим чемпионом. Даниэлю 9 лет, и уже в таком раннем возрасте мальчик получил золотой знак отличия за лучшие результаты по физподготовке. По его словам, сначала тренировки давались с трудом, но со временем он ощутил прилив сил. Я сдал плавание, бег, отжимания, пресс и подтягивания. Все я сдал на отличные нормативы, и я могу сказать спасибо своим родителям, то, что они меня записали туда, и мне в этом очень сильно помогали и тренировали. Оценить свою физическую подготовку сегодня пришли около 300 человек. Участники делятся на 9 ступеней по возрастам. Проверить свои силы мог любой желающий с 8 до 60 лет. Участники сдавали такие нормативы, как наклоны, пресс, силовая гимнастика, отжимания либо подтягивания и прыжки в длину с места. Я пока сдал наклоны и пресс. Самое легкое это был пресс, а наклоны были потяжелее. В фестивале зимнем я принимала участие на 7-й ступени. Сейчас решила во время декрета проверить свою физическую форму. Это дает шанс многим людям, которые могут сомневаться в себе, например, то, что не могут сделать. Здесь может каждый человек в любом возрасте оценить свои способности. Сегодня прошел уже второй этап зимнего фестиваля сдачи нормативов ГТО. Первый этап в городах он не проходит. Первые этапы проходят в муниципальных районах. То есть сегодня еще в разных других городах проходит именно второй этап, а финал будет в Зеленодольске. Из 300 участников в финал пройдут лишь 8 спортсменов разных возрастов. 26 февраля они в качестве сборной представят свой город. Диана Малярова, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. Сейчас впереди короткая реклама. Далее мы расскажем, как проходит год родных языков и народного единства в Челнах, а также какие известные спортсмены посетят Камский лыжный марафон. Не переключайтесь. С 15 по 21 февраля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. Вы смотрите новости на Челны ТВ, и мы продолжаем. 2021 год родных языков и народного единства. В связи с этим в Челнах регулярно проводятся мероприятия, посвященные дружбе народов. Сегодня в одной из школ состоялся тематический концерт и награждение лучших учеников города. Школьники в народных костюмах подготовили показательное выступление.
язык для каждого свой, однако это не становится препятствием для дружбы народов. В школе номер 19 учащиеся представили свое творчество. Тематические плакаты, стихи на разных языках, звонкие песни. В этом месяце все образовательные учреждения проводили разные мероприятия, разные конкурсы. Конкурс плакатов, конкурс стихов, конкурс разных обрядов. Вот сегодня мы проводим итоги и награждаем победителей. Они сами в разных национальных костюмах пришли и также выступали на этих конкурсах. Сегодня наградили 30 учеников различных школ города. Каждый из них получил диплом участника и подарочный набор. Я готовил плакат. Получается, этот плакат я готовил к родному языку, который празднуется каждые 100 лет. На плакате я нарисовал в центре объединение всех наций и народов. Таким образом я показал то, что это является родной язык. Для учеников и приглашенных гостей подготовили творческие номера. Как отметила депутат городского совета, цель таких мероприятий – показать учащимся, что все в этом мире равны. Диана Малярова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Родилась раньше срока. Начались проблемы со здоровьем. Речь идет об Анне Шайхутдиновой. У малышки детский церебральный паралич. Для реабилитации девочке нужны специальные приспособления, цена которых немаленькая. Сумму семья потянуть не может и обращается за помощью к телезрителям. Как помочь ребенку, расскажет Диана Малярова. Рисовала, да, рисовать ты любишь. А еще что ты любишь? Играться. Играться, да. Еще что любишь? Легом играться. Легом играться, да. Самая любимая наша игрушка Лего. Жизнь маленькой Ани отличается от жизни других детей. Помимо мультиков, рисований и игрушек, в ее ежедневном расписании парафин, ЛФК, массаж и уколы. Аня родилась раньше срока. По словам мамы, резко перестала дышать. После чего начались проблемы со здоровьем, медики диагностировали ДЦП. Встала на ноги малышка только в год и 9 месяцев, а сделала первый шаг в 2,5 года. Сейчас Ане 4, она прекрасно развивается умственно, но вот ходить удается с большим трудом. Она вообще даже не любит гулять зимой. Она так и говорит: мама, я не хочу гулять, я буду дома. Ну, тяжело ходить она не может, а в санках там сидеть или чтобы ее таскали, я тоже не в состоянии уже таскать. Она растет, она тяжелая становится. В коляске в такой она уже не помещается, а инвалидную коляску нам не дают из-за того, что она ходит. Ане требовалась операция, однако медики заметили улучшение после реабилитации. Появилась возможность избежать болезненной процедуры. Сейчас девочке нужна беговая дорожка, специальный тренажер для укрепления мышц, спины и ортопедический велосипед. Эти тренажеры помогут ей быстрее научиться ходить, укрепить мышцы ног, также научиться безопасно перемещаться в пространстве, что поможет ей в дальнейшем быстрее социализироваться. У нас страдают ножки, в основном правая. Левая она тоже, конечно, закручена, но в основном правая. Вот. И путем вот этих всех реабилитаций мы надеемся вот этого всего избежать. Не хочется нам этой операции, вот этого всего, чтобы ребенок еще перенес. И так она у нас за это время очень много чего испытала. Для дальнейшего лечения Ане Шайхутдиновой нужны средства. Сумма для семьи неподъемная – 360 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. И, возможно, вскоре Аня встанет на ноги. Стоимость сообщения – 75 рублей. Диана Малярова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. На Камский лыжный марафон в Челнах ждут олимпийских чемпионов. Мероприятие состоится в городе 23 февраля. В этом году марафон пройдет уже в 20-й раз. На соревнования ожидается приезд известных советских и российских спортсменов. Среди них 4-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Николай Земятов, 3-кратный призер зимних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Александр Завьялов, чемпион мира, Европы, СССР и России по лыжным гонкам Анатолий Иванов. Кроме того, среди почетных гостей ждут заслуженного мастера спорта, 2-кратную олимпийскую чемпионку, 4-кратную чемпионку мира Ольгу Данилову, ведущего специалиста-менеджера сборных команд России Михаила Богданова и заслуженного тренера России Владимира Голубева. Активных участников 75. Это те, кто участвует в абсолютной категории 30 километров, 50, 20 и 15. Детей регистрируем мы абсолютно бесплатно. Это детки спортшкол, районов, городов, соседних республик. Абсолютно бесплатно приезжают ребята. Детишек зарегистрировано в районе 200 человек.
Спортсменам предложат дистанции на выбор 10, 15, 20, 30, 50 километров. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион рублей. Успейте приобрести морские деликатесы. Выставка продажи икры и рыбы с берегов Камчатки предлагает огромный выбор дальневосточной продукции на любой кошелек. Икра и рыба Камчатки – это не только вкусно, но и полезно. Качественные морепродукты помогут поддержать иммунитет в эту непростую зиму. Посетить ярмарку можно в торговом центре «Грин». Мобильная ярмарка «Икра и рыба Камчатки» продолжает радовать челнинцев качественной и натуральной продукцией. Здесь можно приобрести красную икру, наполненную витаминами и минералами. Также посетителям предлагают более 35 видов морской рыбы. А это неисчерпаемый источник полезных микроэлементов, в том числе ценные омега-3 и омега-6. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленое, горячего копчения. Также привезли вам царицу лососевых чавычу. Есть в ассортименте белорыбица, очень нежное белое мясо, без единой косточки. Тает во рту прям. Также икра хорошая, крупнозернистая, вкусная, слабосоленая. Икра и рыба Камчатки – это большой выбор качественных и свежих морских деликатесов. Чавыча, белорыбица, белуга, омуль, нерка и тунец. От разнообразия рыбы разбегаются глаза. Многие челнинцы с радостью приходят на ярмарку снова. Разнообразие очень хорошее, выбор есть. Понравилось. Не часто ведь кушаем это. Мы взяли рыбу чавыча, малосольная, качественная, вкусная. Икру купила. Это красная вот эта рыбка, еще ее купила. Корюшку купила. Очень вкусная икра в магазине брала, там совсем земля и небо. Это такая прям очень вкусно. Выставка продажи рыбы и икры с берегов Камчатки в Набережных Челнах будет работать до 21 февраля включительно в 30-м комплексе торговом центре «Грин» на 1-м этаже. Куннель вновь радует своих радиослушателей. В честь предстоящего праздника радиоведущие организовали акцию под названием «Радиодесант». Завтра, 20 февраля, водители будут ждать в назначенных местах. Самым быстрым достанутся подарки из рук популярных диджеев радиостанции. Дорогие зрители, завтра в 10 утра стартует наша промо-акция «Радиодесант», и мы всех вас ждем. Не забывайте слушать 92,6 нашу FM-волну, узнавать наше кодовое слово и приезжать к нам за крутыми подарками. Сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них вашему вниманию новости на татарском языке.